Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Асем, и сегодня мы с вами приготовим домашние, очень сочные, очень вкусные на тонком тесте манты с тыквой. Ну, нереальная вкуснота, я вам скажу. Сохраняйте рецепт и давайте готовить вместе. Манты с тыквой получаются очень вкусные и очень сочные. Настоятельно рекомендую приготовить. Сохраняйте рецепт, готовьте с любовью, порадуйте своих близких. Давайте начинать. Для этого нам нужно 1 кг муки, 500 мл воды, 3 яйца, 50 мг подсолнечного масла. В муку разбиваем наши 3 яйца. Туда же вливаем подсолнечное масло и, вливая воду, хорошенько месим средне-твердое тесто. Как только хорошенько замесили наше тесто, упаковываем в мешок и оставляем на 10-15 минут отдыхать. А пока наше тесто отдыхает, мы приготовим начинку. Для этого нам нужно 2 кг фарша говяжьего, 3 штуки луки, хорошенько мелко нарезаем, добавляем фарш. После нам нужно тыква, мелко нарезанная, 500 граммов. И по вкусу солим, перчим. Добавляем приправы для мяса, сухой чеснок. Все хорошенько перемешиваем. И для сочности нам немножко понадобится 150 мл воды. Вливаем воду и руками хорошенько перемешиваем. А наше тесто подошло. Мы немножко руками разминаем, делим на части. Делим на ровные части. И каждый кружочек хорошенько раскатываем до тонкого пласта. Вот, друзья, мы раскатали наше тесто, оно стало тонким. Теперь же делим на ровные части, на квадратики. Как только разделили, в центр кладем
нашу начинку. Как только хорошенько заполнили наше тесто, наши квадратики, делаем вот такую лепку. Делаем это со всей манты. Друзья, мы закончили лепить наши манты. Теперь же распределяем по мантоварке и ставим на огонь на 40-45 минут. И пока наши манты готовятся, мы приготовим нашу подливу. Для этого в казан вливаем 50 мл подсолнечного масла, 2 штуки морковки, 2 штуки лука. Хорошенько тушим 10-15 минут. После добавляем томатную пасту и хорошенько тушим еще 5-10 минут. После вливаем горячую воду. Затем добавляем соль, перец, приправу и сухой чеснок. И варим еще 5 минут. Как только наша подлива готова, в конце добавляем зелень. Вот, друзья, наша подлива готова. В конце добавляем 1 пучок укропа и 1 пучок зеленого лука. Хорошенько перемешиваем и выключаем огонь. Наша подлива готова. И, друзья, наконец-то наши манты вкусные, готовы. Они такие сочные, они такие ароматные. Я вас уверяю. На тонком тесте, еще и с тыквой. Друзья, это нереальная вкуснота. Я вам гарантирую. Друзья, непременно приготовьте этот вид манты. Ну, получается очень вкусный. Просто пальчики оближешь. Друзья, обязательно сохраняйте рецепт. Готовьте с любовью. Порадуйте своих близких. Удачного приготовления, а мне лайк и комментарии. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.